Слово для выступления предоставляется обращающей стороне Исахджану Расулджану Тахирджановичу. Прошу вас пройти к трибуне. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, я поддерживаю полностью заявленные ходатайства. Дополнительно хочу сообщить некоторые моменты, которые имеют, считаю, что существенное значение для разрешения данного заявленного ходатайства. Значит, согласно статье 7 закона Республики Кыргызстан от 15 января 1990 года, это Декларация о государственном суверенитете Кыргызской Республики. Статья 7 гласит следующее. Всем гражданам и лицам гражданства, проживающим на территории республики, гарантируются права и свободы, предусмотренные Всеобщей Декларацией прав человека и законами республики. Они не могут подвергаться дискриминации в политическом, экономическом, социальном отношениях по мотивам происхождения, имущественного положения, расовой, национальной принадлежности, цвета кожи, пола, образования, языка, рода и характера занятий, места жительства, отношения к религии, политическим и иным убеждениям, принадлежности к партиям и иным действующим в соответствии с Конституцией общественно-политическим организациям. Значит, данная декларация является действующей, была принята 15 декабря 1990 года. Далее, статья 23 у нас, часть 2, гласит, что ограничения могут быть введены, да, предусмотренные Конституцией прав и свобод, лишь с учетом, значит, защиты, точнее, национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. И также такие ограничения должны быть соразмерны указанным целям. При этом часть 5 и часть 6 статьи 23 предусматривает, что установленные Конституцией права и свободы не подлежат никаким ограничениям, а также установленные Конституцией запреты, также установленные Конституцией запреты действующие. Значит, для выяснения данного момента, я полагаю, необходимо понять, что такое общественная безопасность. Это одна из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности. Под ней понимается состояние защищенности человека, гражданина, материальных и духовных ценностей от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Феномен национальной безопасности заключается в том, что он является гарантией реализации интересов государства, общества и личности. Значит, в частности, для государства стратегической целью является укрепление обороноспособности и сохранение изыблемости суверенитета. Для общества в качестве приоритетной цели национальной безопасности закреплено укрепление социальных связей и взаимоуважения между представителями различных наций, проживающих на единой территории, достижение стабильности через укрепление институтов демократии, эффективного взаимодействия государства и институтов гражданского общества. Для личности, соответственно, национальные интересы сводятся к повышению качества его жизни и развитию духовного и личного потенциала. Значит, понятие под угрозой это является своего рода совокупность условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства, перечисленных выше. Значит, установление законодателем ограничения, точнее требования об обязательном знании адвокатами государственного языка и применении его в своей профессиональной деятельности никоим образом не нарушает вышеуказанные принципы национальной безопасности, общественного порядка, а также прав свобод третьих лиц. Значит, государство определяет основные направления национальной безопасности у нас в законе о органах национальной безопасности. Сюда входит, согласно статье 14, направление это разведывательная деятельность, контрразведывательная, государственная охрана, противодействие терроризму, борьба с преступностью, охрана государственной границы, участие в обеспечении информационной безопасности. Таким образом, я считаю, что установленные законодателем требования о знании государственного языка адвокатами в статье 32 в части использования и знания его на должном уровне не соответствует целям каким-либо охраны национальной безопасности, нарушения общественного порядка или иных оснований, которые были перечислены, для установления данного ограничения для адвокатов. Кроме этого, я прошу внимание обратить в суд, что статья 41 Конституции Кыргызской Республики гласит о том, что каждый имеет право на свободу экономической деятельности, свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом. По сути, эта норма относится к каждому человеку, в том числе и гражданину Кыргызской Республики. Значит, провозглашая данный принцип конституционный,
он представляет собой гарантируемые полномочия, составляющие основное содержание конституционного права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной незапрещенной законом деятельности. Значит, реализуя данное право, гражданин определяет сам свою сферу деятельности, где он хочет осуществлять свою деятельность индивидуально или коллективно. В данном случае это вопрос идет об адвокатской деятельности и адвокатуре. Между тем, статья 42 у нас гласит о том в Конституции, что каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии, род занятий, охрану условий труда, отвечающих требованиям безопасности, гигиены и так далее. Значит, реализация данного конституционного положения также является свободой воли каждого гражданина, каждого человека. Вот. При этом установлены ограничения, к примеру, по государственной муниципальной службе, это как возрастной ценз, образовательный ценз, какие-то нравственно-моральные качества, допускаются действующим законом, поскольку это является государственной или военизированной службой, или иной муниципальной службой, для которой действительно требуются определенные знания, да, и умения, в том числе и знания государственного языка. По данному факту решением Конституционной палаты 28 ноября 2023 года номер 12-Р было рассмотрено по заявлению гражданина Тимофеева Игоря Алексеевича, в которой он оспаривал законность и обоснованность установления знания государственного языка для ряда должностных лиц государственных и муниципальных служб, в том числе омбудсмене, значит, депутатам, ну и высшим должностным лицам, президенту и другим лицам. Значит, данная позиция правовая была изложена тем, что это не противоречит Конституции, поскольку это предусмотрено и как международным правом, так и самой Конституции, такие ограничения и такие требования к вышеуказанным должностям. Но между тем, как уже я отмечал, адвокатура не является ни государственным, ни муниципальным учреждением, она является обособленным, имеет особый статус в силу своего конституционного закрепления в статье 64. Статья 41-42, о которых я уже говорил, тесно связана со статьей 36. Это право каждого на свободу объединения. И, соответственно, со статьей 64 Конституции, где организация порядка деятельности адвокатуры, как саморегулируемое профессиональное сообщество адвоката, а также права и обязанности определяются законом. Значит, данное положение также у нас согласуется со статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому каждый имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создать профсоюзы и вступать в них для защиты своих интересов. При этом это право не может быть ограничено какими-то иными обстоятельствами, за исключением, опять же, государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения. И также данное ограничение не препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил или полиции. Аналогично этому статья 2, статья 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, к которой Кыргызская республика присоединилась 12 января 1994 года, участвующие в пакте государства признают право на труд, которое включает получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает. Значит, в данном контексте, с учетом вышеизложенных нормативных позиций, адвокат, то есть любой гражданин Кыргызской республики, отвечающий требованиям закона о адвокатуре, в частности, это иметь высшее образование, стаж работы не менее 1 года и сдать квалификационный экзамен. То есть законодателем введено 3 требования для получения статуса адвоката, то есть лицензия на адвокатскую деятельность. В последующем данный закон обязывает каждое лицо, сдавшего и получившего лицензию, вступить в адвокатуру Кыргызской республики. Значит, также данные положения были рассмотрены Конституционной палатой в своем решении, в частности, от 11 марта 2025 года номер 4-Р, в которой Конституционный суд рассмотрел основные положения, ну, практически, можно сказать, и все положения о деятельности адвокатуры, дал хорошую правовую позицию по именно адвокатской деятельности и адвокатам.
также подтвердил, что он статус подтвердил, что определяется только Конституцией, Конституцией и уставом и законом адвокатской деятельности, деятельности адвокатуры. Значит, признал, что ограничения, которые установлены для обязательного участия адвокатов, не соответствуют Конституции, не нарушают каких-либо прав и интересов. Значит, введенное законодателем данное ограничение, она в последующем будет, и, я полагаю, внесены изменения в закон о адвокатской деятельности, адвокатуре, а также в положение о сдаче квалификационного экзамена и на получение лицензии, поскольку будет дополнительным требованием выставлено знание государственного языка. Кроме того, получается сейчас в данный момент не использование адвокатами своей деятельности государственного языка может являться основанием для привлечения какой-либо ответственности за нарушение данного положения конституционного. Тем более, что конституционный закон о государственном языке имеет высшую силу по сравнению с законом о адвокатской деятельности, который не имеет статуса конституционности. Поэтому с учетом вышеизложенных фактов, а также предвосхищая будущие ограничения, которые будут для адвокатов и адвокатской деятельности при сдаче экзаменов и в последующем осуществлении деятельности, считаю, что данное нормативное положение о знании государственным языком адвокатом и использовании в своей деятельности является дискриминационными и нарушающими статьи 23-24 Конституции, в том числе 41, 42, 36 и 64 Конституции Кыргызской Республики. В принципе, у меня все, уважаемый суд.